Мы, группа офицеров вооруженных сил других войск и воинских формирований Республики Казахстан, пострадавшие от произвола правосудия, мы сегодня решили официально обратиться через средства массовой информации к нашему верховному главнокомандующему, нашему президенту Касым-Жомарт Кемелевичу. Я сейчас зачитаю обращение нашей группы офицеров. Президенту Республики Казахстан, председателю Верховного суда Республики Казахстан. Обращение. К вам обращаемся мы, группа бывших боевых генералов и офицеров, пострадавших от произвола правосудия, беззакония органов уголовного преследования, прокуратуры и судебной системы. Мы, военнослужащие, давали присягу защищать свою страну и отстаивать интересы Казахстана. И свой воинский долг мы выполнили достойно. Об этом свидетельствует награда, которой мы нас наградили. Однако с нами поступили несправедливо. Кому-то мы стали мешать. Поэтому были сфабрикованы уголовные дела. А мы привлечены к уголовной ответственности и незаконно осуждены. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в Конституции нашей страны закреплено, что высшей ценностями для государства является человек, его жизнь, права и свободы. А вы, как президент, символ и гарант прав и свобод человека-гражданина. 23 октября 2020 года на съезде судей страны вы сказали следующие слова. Серьезная проблема – это продолжающая зависимость судей от правоохранительных органов. Так вот, на самом деле, так она и есть. И мы, военнослужащие, как и многие граждане нашей страны, это испытали на себя. И теперь знаем, что принятый в 2014 году Уголовно-процессуальный кодекс не способствует объективному расследованию уголовных дел. Достаточно только обратить внимание на статью 65 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой обвиняемым признается лицо, в отношении которого прокурором утвержден обвинительный акт, а утверждается этот процессуальный документ после окончания досудебного производства. По этому Уголовно-процессуальному кодексу досудебное производство, ранее она называлась предварительным расследованием, проводится не в отношении обвиняемого, а только в отношении свидетеля, имеющего право на защиту и подозреваемого. Обвиняемый на основании этой нормы закона лишается доступа к правосудию на стадии досудебного производства и не имеет возможности отстаивать позицию невиновности. Человек может длительное время находиться в тюрьме и не знать, в чем его обвиняют. Более того, в настоящее время на стадии досудебного расследования можно обойтись и не только без показаний обвиняемого, но и без самого обвиняемого. По старому Уголовно-процессуальному кодексу, привлеченное в качестве обвиняемого лицо на стадии предварительного расследования знало, в чем она обвиняется, и использует свои права и право на защиту, могло защищать свои интересы. В советское время, довоенный период и после Великой Отечественной войны очень часто применялась теория Вышинского. Признание вины – царица доказательств. Таким последствиям это привело тогда, нам хорошо известно. А сейчас достаточно показания одного, зависимого от органов уголовного преследования свидетеля или подозреваемого по этому же делу, и этого будет достаточно, чтобы составить обвинительный акт и передавать дело в суд. Разве можно считать законом такое досудебное производство, проведенное в отношении подозреваемого, которому обвинение не предъявляется, а обвинительный акт утверждается прокурором, но уже после завершения досудебного производства? Далее. Мера пресечения в виде содержания под стражей по существовавшей ранее практике избиралась в ходе предварительного расследования и только в отношении лица, признанного по делу обвиняемым, а не в отношении подозреваемого. Такая мера никогда не избиралась. И это было правильно, поскольку таким образом государство посредством Конституции гарантировало гражданину своей страны право на свободу.
Теперь такой гарантии не может дать никто, так как в статье 16 Конституции Республики Казахстан регламентировано, что арест и содержание под стражей допускается только в предусмотренных законных случаях и лишь с санкцией суда. В основном законе страны не предусмотрены и не регламентированы основания для избрания такой меры пресечения в виде содержания под стражей. А ведь свобода после права на жизнь является основополагающим правом человека. По действующему сейчас Уголовно-процессуальному кодексу санкционированные следственные судьи меры пресечения в виде содержания под стражей избираются не в отношении обвиняемого по делу лица, а в отношении подозреваемого. И не на основании обвинения, а только по подозрению, что вызывает очень серьезные сомнения в законности и обоснованности таких решений судов. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, 16 марта текущего года вы обратились с посланием народа Казахстана, которое мы поддерживаем и одобряем. Но почему-то вы ничего не сказали о правовой и судебной реформе. Это же неправильно, когда отдельные нормы и положения Конституции действуют не напрямую, а дополняются законами и указами. Это же неправильно, когда в кодексах, законах и указах содержатся нормы, противоречащие положениям Конституции. Но это же неправильно, если судьи, которые вы назначаете, зависят от правоохранительных органов и от председателей судов. А отдельные судьи при отправлении правосудия нарушают законы. Это же неправильно, когда прокуроры наделены полномочиями контролировать и следствие, и дознание, а в суде представлять сторону обвинения. И это же неправильно, когда следователь за санкции на избрание меры пресечения, на проведение негласных следственных действий обращается напрямую в судебные органы. И это же неправильно, если, закрепив в Конституции право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, не указать о том, что ее должны представлять адвокаты. Между прочим, одна из составляющих проявления доверия граждан к судебной системе – это высокий статус адвоката. Мы обращаемся и к вам, Жакип Кажманович. Мы, военнослужащие, давали присягу честно служить Родине. А судьи дают клятву, что в своей профессиональной деятельности будут отправлять правосудие по закону и не вправе применять законы, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Когда адвокаты заявляют в суде ходатайство об этом, они просто отклоняются. Но не было ни одного случая, чтобы судья в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Казахстан обращался в Конституционный совет за разъяснениями. Не обращались с таким представлением и вы. Почему? Не было оснований для этого? И наконец мы хотим знать, почему к вам невозможно попасть на личный прием. На основании изложенного, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим образовать комиссию или дать поручение председателю Верховного суда, генеральному прокурору Республики Казахстан для проверки в отношении военнослужащих, список которых будет приобщен к данному обращению о законности вынесенных против нас судебных актов. Создать комиссию из видных и авторитетных юристов страны для проверки на соответствие отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Конституции Республики Казахстан и внести представление об этом в Конституционный совет Республики Казахстан. Подписано военнослужащими вооруженных сил других войск и воинских формирований, пострадавших от произвола правосудия в количестве 50 человек. Можно сразу, вопрос? Да. Махамбет Абжан, телеграм-канал Абжан Ньюс. Что вы будете делать, что будет делать ваша группа, если президент вас не услышит? Если он не выполнит ваши требования? Я хочу констатировать факт, что мы неоднократно письменно обращались к президенту с обращениями и не только, в средствах массовой информации, но и письменно через администрацию президента, через депутатов Маджлиса парламента. На эту пресс-конференцию мы подготовили еще одно обращение, на которое пригласили вас, журналистов, представителей пятой власти, и вы доведете до сведения граждан нашей страны о наших требованиях. Если со стороны властей никакой реакции не последует, будем вынуждены коллективно обратиться в Комитет по правам человека при ООН, Международный суд по правам человека,
Главное, мы хотим добиться, чтобы нас услышали. Дело в том, что мы, каждый из нас, считаем себя правым, потому что мы основываемся в своих доказательствах, аргументах на конкретной статье Уголовно-процессуального кодекса и других законов Республики Казахстан. А какие Тем сроки- более, короче, мы знаем, что сегодня растет протестное движение в стране. Мы, наверное, будем стараться и делать все возможное, чтобы собрать весь единый кулак, всю, короче, население и граждан, которые пострадали от произвола правосудия, и консолидированно выступать и требовать верховенства закона, о проведении незамедлительного проведения, короче, реформы в сфере правовой и судебно-правовой системы. Мы будем этого добиваться.